Возвращение благодати. Ингушские сказки. Однажды некий человек проснулся утром, вышел во двор и увидел, что по свежевыпавшему снегу идут следы прямо из его дома. Но во двор следы не вели. Задумался он и стал гадать, что бы это могло быть. Решив выяснить, отправился по следу, который привел его к пещере. Он крикнул в нее: «Не оставляя следов в моем доме, но оставляя их, покидая мой дом, кто-то ушел. Кто же он?» Какой-то голос ему ответил: «Это я, благодать, которая рассердилась на тебя и покинула твой дом. Зря ты трудился и пришел за мною». Тогда человек начал очень просить ее вернуться, говоря, что он очень обездоленный человек и без благодати пропадет. Благодать ответила: «За то, что ты потрудился и пришел за мной, я дам тебе что-нибудь другое, что пожелаешь сам или твоя семья. Но не проси меня вернуться к тебе». Подумал человек и сказал: «У меня мало ума, но если ты позволишь, я посоветуюсь дома». Благодать согласилась. Он вернулся домой и все рассказал. Ему стали советовать попросить кто золота, кто зерна. Младшая же сноха сказала: «Попроси нашей семье согласия. Там, где его нет, ничего не будет». Послушал он ее и пошел в пещеру. И тут у благодати попросил согласия всей семье. И тогда благодать сказала: «Обхитрили вы меня, даю вам согласие. А где согласие, там должна быть и я. Поэтому возвращаюсь к тебе». Вот и сказки конец. А кто сделал выводы, тот молодец.